Согласно сообщению китайского агентства «Ежедневный Синьцзянь» от 26 февраля 2023 года, синьцзянский филиал китайской трубопроводной группы объявил, что с начала года по 22 февраля транспортировали более 800 миллиардов кубометров газа из Восточного Туркестана в Китай. Согласно информации, газ, добываемый в Восточном Туркестане, будет проходить через 400 городов и обеспечивать потребности в газе около 500 миллионов китайцев. Демонстрация уйгурского языка и культуры в Мюнхене во время геноцида уйгуров в оккупированном Китаем Восточном Туркестане привлекла внимание. Как сообщает РФА, 28 февраля в Мюнхене, Германия, в Большом библиотечном зале Гастейк состоялось празднование Всемирного дня родного языка. Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы защитить языки народов, родные языки которых находятся под угрозой исчезновения. Уйгурские женщины и дети, присутствовавшие на мероприятии, проявили интерес к местной немецкой общине, продемонстрировав множество фактов, связанных с уйгурским языком и культурой, а также ответили на вопросы о текущем положении уйгурского народа. Согласно сообщениям японских СМИ, министры иностранных дел Японии и Новой Зеландии 27 февраля договорились ускорить переговоры по соглашению об обмене разведданными. Две островные страны обязались укрепить связи в области безопасности и сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне опасений в связи с растущей агрессией Китая. Как сообщается, министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута и министр иностранных дел Японии Хаяси Йосимаса договорились о совместной работе по ключевым вопросам, таким как изменение климата, безопасность на море и инфраструктуре на островах Тихого океана, на встрече, которая состоялась в Токио. На специальном заседании Палаты представителей США, посвященном экономическим, военным, цифровым и идеологическим угрозам Китая, которое длилось почти 3 часа, прозвучал призыв к немедленным действиям против деятельности администрации Пекина, угрожающей национальной безопасности. На заседании, которое транслировалось в прямом эфире по некоторым телеканалам, законодатели обсудили угрозы, которые китайская администрация представляет национальной безопасности США, и призвали к немедленным действиям. Китайский TikTok – приложение, вызывающее споры во многих странах. Европейская комиссия и США уже начали предпринимать шаги в отношении TikTok, которые также время от времени просят запретить в Турции. Вслед за Еврокомиссией Канада также пересмотрела отношение к TikTok. В результате правительство Канады запретило использование TikTok на мобильных устройствах, выпущенных государством. Было заявлено, что TikTok представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности. Кроме того, доступ к нему уже заблокирован на устройствах, выданных государством. Ответ администрации Пекина на заявление ФБР о том, что коронавирус мог распространиться из лаборатории, контролируемой Китаем. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин опроверг утверждение директора ФБР Кристофера Рэя о том, что пандемия коронавируса могла начаться в лаборатории, которую контролировал Китай.